«9 сентября в республике состоится единый день голосования. Нам предстоит выбрать нового главу региона, новый состав парламента, главу города Якутска, новый состав Якутской городской думы. Также будут избраны 8 глав муниципальных районов, 215 глав поселений в 28 улусах, депутаты районных советов 6 улусов. Состоятся выборы представительных органов 279 поселений в 31 улусе Якутии. Представитель ЦИК России оценил готовность Якутии к предстоящим выборам. С рабочим визитом Якутск посетил член Центральной избирательной комиссии России Сергей Сироткин, курирующий Республику Саха-Якутия. Он высоко оценил готовность региона к предстоящим выборам. Я скажу так, что работой комиссии я удовлетворен. И вот третий мой приезд сюда показывает самое главное, что комиссии не только заинтересованы в том, чтобы на высоком уровне провести выборную кампанию, они болеют за это. И это видно и проявляется по многим вот таким косвенным признакам. Понимаете, что вот, например, число жалоб значительно сократилось, обращений сократилось. Почему? Потому что комиссии стали работать более интенсивно. Второй, профессионализм вырос. И вот эти новые технологии или методики, которые стали принимать комиссии, они тоже дают свой результат. Но, во-первых, к ним хорошо подготовились. Каждая комиссия, я встречался вот сегодня с городской комиссией, они настолько хорошо подготовлены, они знают, что делать, как это надо делать. И самое главное, как это сделать, чтобы не было нареканий в их сторону. Это дорогого стоит. На фоне того, что у вас сейчас в республике проходят выборы всех мыслимых и немыслимых уровней. Это вот нужно тоже понять, что выборные комиссии республики 9 числа сформируют органы власти республики на всех уровнях. Ведь если мы берем основные выборы, которые как бы на слуху и все знают, кроме этого еще будут проводиться 101 выборная кампания в муниципалитеты. 101. Это огромная цифра. Плюс такие глобальные выборы главы республики, мэра, депутатов всех уровней. И вот этот объем работы комиссия выполнила. Ведь, чтобы подойти к 9 числу, надо заблаговременно провести большой комплекс работ, подготовить различные инструкции, документы, образцы, все это довести до участников выборного процесса и до избирателя, чтобы он знал, когда и где ему голосовать. И вот этот объем работы комиссия успешно выполнила. Это уже видно. Этот процесс идет, и люди знают, что будут выборы. И понимают, что выборы будут именно такие многослойные, как слоеный пирог. Я думаю, комиссия справится, и выборы пройдут успешно. Что в этот день будет такая добрая атмосфера создана, от нее тоже очень много зависит. Что это будет фактически праздник по республике. Вот у меня нет сомнений, что именно так все и будет. С 20 августа началось обучение членов участковых избирательных комиссий по предстоящим выборам. Подход к обучению очень серьезный, потому что права на ошибку в день выборов быть не должно. Сейчас я провожу обучение по специальной программе УИК. Специальная программа УИК, она формирует протоколы выборов. Участковые комиссии таких протоколов должны будут составить 6 протоколов на 9 сентября. 3 по республиканским выборам, 3 по муниципальным выборам. Раньше протоколы делали вручную, а сейчас для этого существует специальная программа. Она идет с QR-кодом. И в QR-код, вот этот протокол, он сканируется, и данные заносятся в систему ГАЗ-выборы. У нас по городу Якутску 117 УИКов. Из них мы за один раз можем обучить в этом зале 14 УИК, потому что у нас только 14 компьютеров тут. Получается, мы обучаем их чуть ли не каждый день, начиная с 4 до 8 вечера. У нас на УИКах работают простые люди. Кто учитель, кто врач, кто пожарник. И программа у нас сделана просто. Данные, которые в день выборов у них будут реальные, по бюллетеням, по голосам, они все заносят в программу. Вот этот QR-коде зашифрована вся информация об этом,
ну, об этих выборах, да, и оно заносится в ГАЗ-выборы, я их вручную не заношу, я сканирую, и оно само заносится в ГАЗ-выборы. ГАЗ-выборы – это государственная автоматизированная система выбора, она не подключена ни к интернету, она работает через модем, и у нас очень защищенная сеть. А то, что они идут с QR-кодом, это они не дают мне возможности, например, вручную это все самой исправлять. Протокол, который они внесли в программу, он был сделан при наблюдателях. Каждому наблюдателю был роздан вот этот протокол. Если даже тут они что-то поменяют, она же будет уже на увеличенная форма тоже висеть. Каждый наблюдатель, он откроет и, на сайте Центра избиркома, посмотрит эти цифры, и они идентичны. И то, что там что-то поменяли, такого невозможно сделать. Участковой комиссии работы больше. Главное не запутаться в видах выборов. Вот, потому что идут по народным депутатам идут одномандатные бюллетени и партийные, республиканские. И по Гордуме то же самое идет, по Якутской городской думе. И получается, что они могут запутаться. Поэтому мы вот проводим обучение, чтобы в день выборов никаких повторных протоколов не было. Несмотря на то, что процесс выдвижения и регистрации кандидатов завершен, интрига предвыборной кампании все еще сохраняется. В предстоящие 10 дней в составе кандидатов могут произойти очередные изменения. Здесь варианты различны – от судебных разбирательств до самоотвода. О голосовании именно жителей города Якутска, то есть зарегистрированных постоянно на территории городского округа, то в день голосования все получат по 6 избирательных бюллетеней. 3 бюллетеня это будет на республиканский уровень выборов, то есть глава республики, и 2 бюллетеня по выборам народных депутатов республики Саха-Якутия, и 3 бюллетеня на местный уровень. Это 1 бюллетень глава города и 2 бюллетеня на депутатов Якутской городской думы. Поэтому 6 бюллетеней. Если наши гости столицы, то есть те, кто зарегистрирован постоянно в районах республики, но проживает в городе Якутске, или в день голосования будет все-таки день города, возможно, приедут на праздник в гости к своим родственникам или вообще в гости к нашей столице. И эти избиратели воспользовались правом подачи заявлений по месту нахождения, оформили такие заявления через портал госуслуг, подали в МФЦ, в территориальные комиссии, либо в свои участковые комиссии, либо в нашей комиссии. В общем, неважно, подали такие заявления, то такие избиратели на территории городского округа город Якутск будут получать 2 избирательных бюллетеня. Это бюллетень на главу города, бюллетень на главу республики и бюллетень по партийным спискам кандидатов в Государственное собрание Илтумен. Всего на территории республики 9 сентября откроется 792 избирательных участка, в том числе 2 временных в Якутске, в Национальном центре медицины и в Республиканской больнице номер 2. На территории городского округа Якутск и Жатай у нас будет работать 119 избирательных участков. Конечно, мы впервые сталкиваемся с такой ситуацией, чтобы одновременно мы оформляли по 6 избирательных бюллетеней. И мне кажется, что избирательные комиссии, конечно, будут испытывать трудности именно в знании, в применении норм права. Мы их начали уже учить, обучение у нас происходит. С 20 числа участковые комиссии слушают занятия, практикуются, осваивают новые какие-то программы компьютерные, которые будут использованы на этих выборах, которые можно применять при подсчете голосов, при оформлении протоколов в итогах голосования. Но, мне кажется, даже чисто физически в этот день им придется тяжело, потому что там, где нет комплексов обработки избирательных бюллетеней, все-таки участковые комиссии будут подсчитывать голоса избирателей вручную, то есть все бюллетени необходимо будет перебрать и пересчитать, показать их наблюдателям или членам комиссии с правом совещательного голоса, которые будут присутствовать на участке. Поэтому у нас же есть очень большие участки, где число избирателей близится к 3000, и получается, что если 3000 мы умножим на 6 видов бюллетеней, это 18 тысяч бюллетеней пересчитать. Конечно, я думаю, что за 1 час это не сделаешь. Подводиться итоги в городе Якутске, наверное, будут всю ночь. Но к утру мы узнаем предварительные итоги голосования на территории городского округа.
С 19 августа началось досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местах, а с 29 августа досрочное голосование стартует в Якутске. Всего планируется охватить свыше 3500 избирателей. Для тех лиц, кто в силу различных обстоятельств будет находиться в момент выборов не по месту жительства, будет применена модель «мобильный избиратель», то есть проголосовать на выборах главы республики и депутатов Госсобрания можно будет по месту фактического нахождения. На сегодня свыше 800 заявлений поступило через единый портал госуслуг. Более 400 принято в территориальных избиркомах. Около 100 заявлений подано через МФЦ. Хочу избирателям напомнить, что на сайте нашей комиссии есть вся информация о кандидатах, которые зарегистрированы на настоящий момент. На всех избирательных участках обязаны быть информационные плакаты о кандидатах и о партиях, которые выдвинули свои списки. Поэтому можно прийти, ознакомиться, посмотреть и заранее как-то определиться со своим выбором. Вообще в этот день в городе Якутске будет День города, поэтому, мне кажется, кормить, поить и танцевать будут за пределами избирательных участков. В целом в городе, я думаю, что будет праздничное настроение. Очень хотелось бы, чтобы в этот день была хорошая погода, солнечная, которая, как правило, тоже влияет некоторым образом на явку избирателей. Обычно, когда солнечная погода, избиратели идут на избирательные участки в хорошем настроении, активно голосуют. Я хотела бы пожелать нашим избирателям, чтобы они занимали активную гражданскую позицию, интересовались таким интересным направлением в своей жизни, как политика, изучали биографии кандидатов, изучали их предвыборные программы, внимательно слушали обещания, которые дают кандидаты, и взвешенно подходили к такому важному делу в жизни человека – это сделать выбор и сформировать органы власти в нашей республике и в нашем городе. 9 сентября пройдут выборы главы Республики Саха-Якутия и депутатов Государственного собрания республики. В этот день все избиратели смогут легко проголосовать там, где они находятся, на любом избирательном участке в пределах своего региона. Нужно только заранее подать на удобном для вас участке заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Как это сделать? Выбирайте. С 25 июля по 5 сентября в любом многофункциональном центре «Мои документы», в любой территориальной избирательной комиссии или через единый портал госуслуг. А с 29 августа по 5 сентября в любой участковой избирательной комиссии. Есть вопросы? Звоните. Окружная администрация города Якутска поздравляет горожан и гостей столицы с Днем города. 9 сентября праздничные мероприятия под девизом «Якутск – город инноваций и новых возможностей» развернутся на всех центральных площадях и улицах, во всех округах и пригородах родного города. С днем рождения, любимый Якутск!